Благодаря государственной независимости страны и при непосредственной поддержке правительства Республики Таджикистан совместно с патриотично настроенными предпринимателями в столице активным ходом продолжаются созидательные работы по благоустройству и сооружению ряда современных объектов различного назначения. За последние годы облик города Душанбе путем строительства и сдачи в эксплуатацию высотных многоэтажных зданий изменился в коренном образе. К примеру, можно увидеть строительные работы на 3 блоках многоэтажных жилых объектах, расположенных по улице Мирзо-Турсунзады столичного района Шохмансур, который возводится на высоком качественном уровне со стороны общества с ограниченной ответственностью «Партнер». При поддержке правительства страны, исполнительного органа государственной власти города Душанбе и патриотично настроенных предпринимателей облик столицы с каждым днем становится все краще и благоприятнее. Все эти привилегии направлены к достойной встрече 30-й годовщины Дня государственной независимости. В рамках проектирования в здании будут возводиться современные подземные парковочные автостоянки, детская площадка, места для отдыха и гуляния, а также торговые центры. Благодаря осуществлению современных проектов градостроительства, созданию различных объектов, таких как школы, медицинские учреждения, центры бытового и культурного обслуживания, парки культуры и отдыха, а также озеленению и освещению улиц, площадей и скверов, Душанбе, как город мира и сплоченности, город надежд и чаяний всех таджикистанцев, с каждым днем становится краще и привлекательнее. В рамках плана мероприятий к достойной встрече юбилейной дате 30-й годовщины Дня государственной независимости страны в районе Темур-Малик Хатлонской области намечено сооружение сдачи в эксплуатацию 270 современных объектов различного назначения. До сегодня из вышеуказанных объектов более 170 из них, в частности объекты сферы науки и образования, здравоохранения, дорожной инфраструктуры, своевременно были построены и сданы в эксплуатацию. В данном контексте вблизи здания исполнительного органа государственной власти района была соорудирована национальной гордости страны государственный флаг и герб. По словам местной администрации, до наступления торжественных дат объекты будут сданы в эксплуатацию. Кроме того, при поддержке местных предпринимателей на стадии завершения состоит здание исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана. На основании поручений и указаний правительства страны ежегодно во всех уголках республики активно действуют новые объекты социально- и культурных учреждений, в том числе школы, детские сады, медицинские пункты, дороги и мосты, библиотеки, дворцы спорта, современные парикмахерские и салоны красоты, торговые центры, гостиничные комплексы и многое другое, что, несомненно, будет способствовать созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния народа. В 2020 году путем эффективного использования сельскохозяйственного потенциала для обеспечения продовольственной безопасности и поддержания стабильности потребительских рынков страны помогло добиться положительных результатов в экономическом секторе. Согласно статистическому анализу, своевременные меры, принятые правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства страны, в секторе животноводства привели к увеличению поголовья на 10,7%. В 2020 году общий объем производства сельхозпродукции во всех формах хозяйствования составил 33 миллиарда 620 миллионов саманей, что почти на 9% больше, чем в прошлом году в сопоставимых ценах. Темпы роста по сравнению с 2019 годом увеличились более чем на 1,5%. Общий объем сельскохозяйственного производства дихканских хозяйств составляет 16 миллиардов 833 миллиона саманей. Объем производства народных хозяйств составляет 16 миллиардов 788 миллионов саманей. В секторе растениеводства общий объем производства продукции составил 23 миллиарда 883 миллиона саманей, что на 8% больше, чем в 2019 году. Общий объем продукции животноводства составил 9 миллиардов 754 миллиона саманей. По сравнению с 2019 годом показатель увеличился примерно на 11%.
стране для обеспечения продовольственной безопасности внутренние рынки страны качественным мысом и яйцами предпринимают соответственные меры. Ежегодно при поддержке предпринимательского сектора и оснащения новыми передовыми технологиями по всей стране открывается ряд предприятий по выпуску свежих яиц и куриных изделий. В данном контексте при поддержке областной администрации и патриотично настроенных предпринимателей по всей территории Сагдийской области действует порядка 94 птицеводческих предприятий, 9 импортных предприятий по выращиванию цыплят и 11 бойных и 4 инкубаторных линии. Как было изложено в очередном послании главы государства парламенту страны, в 1991 году в стране было зарегистрировано всего 358 промышленных предприятий. За период 2020 года в стране были построены и сданы в эксплуатацию 300 новых промышленных предприятий и цехов с более 6,5 тысячами рабочими местами. Нужно отметить, что льготы, которые были предоставлены для развития сфер животноводства, птицеводства и рыбоводства, в стране дали серьезный импульс развитию упомянутых сфер. Например, в 2020 году количество птицеводческих предприятий достигло 180, что по сравнению с 2017 годом результат увеличился в 2 раза. В рамках реализации государственной программы развития садоводства и виноградарства и достижения одной из общенациональных целей продовольственной безопасности в Бабаджан-Гафуровском районе Сагдийской области за последние 2 года в сельскохозяйственное пользование было введено более 500 гектаров земель и создано более 250 гектаров новых садов. В 2021 году в местностях Самгор и Рухак на более 100 гектаров земли заложена основа под открытие новых современных садов. Земли Бабаджан-Гафуровского района являются плодоносными. В сфере садоводства экспортируются за рубеж в основном такие сочные и витаминизированные фрукты, как яблони, груши, персики и виноград. Государственная политика, направленная на обеспечение продовольственной безопасности и целевые сельскохозяйственные программы, позволили местным садоводам внедрять новые стратегические цели для расширения сферы. Наравне с садоводством и обеспечением местного населения новыми рабочими местами, а также экспортирование фруктов, ответственные лица внедрили холодильные помещения для хранения фруктов и других сельскохозяйственных угодий. Садоводство является одной из ключевых отраслей сельского хозяйства Республики Таджикистан, способна обеспечить внутренний рынок страны продовольствием, повысить экспортный потенциал республики и обеспечить население постоянной работой. Музыка в жизни каждого из нас играет ключевую роль и позицию. Музыка может быть эффективным способом для эстетического, духовного и психологического воспитания любого человека. Музыкальные инструменты различаются друг от друга. Однако у каждой нации есть свои национальные структуры. Доира же относится к группе ударных инструментов и является одним из важнейших национальных атрибутов таджикского народа. Доира имеет простую структуру. Она имеет духовный и развлекательный эффект. Доира состоит из круглой обечайки, сделанной из сухой виноградной лозы, орехового или букового дерева и натянутой на нее с одной стороны мембраны диаметром 360 до 450 мм. Искусство создания музыкального инструмента дуира для умелой мастерицы Амины Усманзады, которая вот уже на протяжении 20 лет занимается мастерством, не имеет никаких трудностей. По ее словам, хобби, которым она увлекается много лет, передалось ей по наследству от отца. Нужно отметить, что в Таджикистане народные мастерицы и ремесленники в течение многих веков создавали ткани, посуду, музыкальные инструменты, ковры, предметы мебели, ювелирные украшения и многое другое. И сегодня для сохранения культа династии продолжают традиции своих предков.